Салем, дорогие друзья, вы на канале LiveKZ, меня зовут Ринат Кыбрай. Совсем недавно я посетил город Кызылорду и Кызылординскую область. Также я был в Казалинске и в Аральске. Я хочу отметить, что в регионе живут трудолюбивые люди, которые, несмотря на экологическую катастрофу, хотят, чтобы их малая родина процветала. А сейчас я вам расскажу о том, о чем мало кто знает в Казахстане. Есть одно великое достижение, которым можно гордиться в нашей стране. Это то, что мы смогли спасти свою северную часть Аральского моря. Рыба вернулась в озеро. Ее стало возможно добывать. Северный Арал поделили на 18 участков, в большинстве из которых можно заниматься рыбным промыслом. Был государственный конкурс. Участки были распределены между разными предпринимателями. Ежегодная квота на допустимый отлов рыбы составляет примерно 7 тысяч тонн. Самой популярной рыбой для отлова стал судак, который на местных рыбных предприятиях разделывают на филе и экспортируют далее в Европу, где мясо этой рыбы пользуется популярностью. Благодаря предпринимателям на Казахском Арале рыбная отрасль стала лидером экспорта. В отличие от сельского хозяйства или животноводства, рыбная отрасль, она настолько эффективная и товар-продукция востребована, что предприниматели не нуждаются в государственных субсидиях и дотациях. Прибыль и успех стал причиной того, что появились люди, которые собираются прибрать к своим рукам весь рыбный промысел в Арале, отобрать в будущем постепенно весь бизнес у местных предпринимателей. Первым таким тревожным звонком стало то, что аппарат Акима Кызылординской области уже на протяжении нескольких недель отказывается подписывать постановление, которое подтверждает право аренды рыбных участков у большинства предпринимателей. Сложилась ситуация, когда некоторые из них могут потерять буквально все. Я по данному вопросу уже был в областном акимате, когда к нам, кроме советника и еще какого-то незначительного чиновника, никто не вышел. Но и они пообещали, что документ будет подписан. А подписывают его лишь, они подписывают этот документ лишь из-за ситуации с разрухой, связанной с январскими событиями. Так, по крайней мере, они мне объяснили. И я поверил, и даже на минуту подумал о том, что в Казахстане происходят улучшения в сторону открытости местной исполнительной власти. Но, как оказалось, все это далеко не так. Где Гульшара Абдыкалыкова, первая женщина аким области в Казахстане? Где она? Почему нет стабильности для казахстанского бизнеса? Почему предприниматели не могут быть уверены в завтрашнем дне? Я надеюсь, что на это видео обратят внимание в администрации президента Республики Казахстан в Акарде и разберутся с этой проблемой. Кстати, мне иногда пишут в комментариях, почему я читаю текст с телефона. Это неубедительно, это якобы чужие слова. Но нет, это мой текст. Я не вижу необходимости учить большие объемы написанного, так как могу лучше это все прочитать со своего телефона. Свою речь для выступления пишу сам. На это у меня есть и знания, и способности. Спасибо, дорогие друзья. Если вы поддерживаете сказанное мною в этом видео, обязательно поставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, те, кто этого еще не сделал. С вами был я, Ринат Кыбрай. Рахмет, сау болыңыздар.